Почему именно русский язык и математика – это два самых важных предмета в школе, и единый госэкзамен по ним обязателен? Как показывает статистика, двоек на ЕГЭ получает все меньше выпускников, но ситуация с устной речью, элементарной математической грамотностью не на должном уровне. Некоторые учителя подтягивают уровень знаний детей на тестах, но хорошо ли они преподают свой предмет? Апробация должна показать, знают ли русский язык и математику на отлично сами педагоги. Это работа не только сегодняшнего дня, этих 3-4 часов, но и в дальнейшем педагогам будет предложена анкета после того, как они выполнят эту работу, которая будет изучена, проанализирована, и на основе всей этой работы в дальнейшем будет рассматриваться вопрос о целесообразности, о необходимости, о внесении изменений, дополнений в порядок проведения аттестации педагогов. Тест дается по желанию учителей, анкеты заполнялись заранее, каждый бланк на столе именной. Все так же строго, как на едином госэкзамене. Камеры видеонаблюдения, никаких телефонов и заданий узнают прямо перед началом тестирования. Диагностическая работа состоит из двух частей. В первой – задание, оценивающие знания учителя, насколько хорошо он владеет своим предметом. Вторая часть – профессиональная задача. Здесь выявляет, как учитель владеет методикой преподавания предмета. Это нужно для нас, чтобы мы знали наш уровень. Может быть, мы что-то где-то упускаем, где-то надо нам что-то подтянуть, где-то пройти профессиональную переподготовку. Поэтому это нужно нам прежде всего. Всю первую, вторую, третью часть я сделала. Не знаю, насколько это правильно, насколько нет. Посмотрим, что скажут эксперты. Увольнять учителей с работы и раздавать выговоры за плохое преподавание никто не станет. Рособорнадзор делает акцент на то, чтобы подготовить рекомендации для институтов повышения квалификации учителей. На основе проведения такой апробации в дальнейшем будет возможность определять институтам повышения квалификации уровень, потребность, и в планах они своих учтут, какая категория педагогов нуждается в какого типа повышения квалификации. Это могут быть молодые педагоги от 0 до 5 лет, от 5 до 15, ну вот я так образно говорю, либо может быть больше необходимо повышение квалификации. Но если мы говорим о математике, допустим, по каким-то определенным разделам. В Ингушетии принять участие в апробации проявили желание 300 учителей. 50% из них математики, другая половина филологи. Всего 4 пункта проведения диагностики в разных районах региона. В Назране апробацию по математике прошли 20 человек. Сами педагоги считают, что такое тестирование – возможность лишний раз проверить свои знания. Учитель – это такая профессия, что он учится всю свою жизнь, ищет новые методы обучения. Но диагностическая работа ему дает возможность увидеть свои слабые и сильные стороны. Сейчас апробацию проходит математики. 27 сентября тестирование ждет учителей русского языка. Они уже прошли определенную подготовку. Тестовые задания, с которыми мы знакомы и не раз встречались, в своей практике мы проходим, работаем с ними, с детьми. Также нам нужно было цели, задачи к уроку подготовить, выявить тему урока. Тоже работали с коллегами, справлялись. Для опытных преподавателей, которые любят свое дело, это лишь очередная проверка своих навыков, и никаких сложностей в апробации для них нет. Результаты станут известны до конца недели. Лейла Гайсанова, Адам Далаков, Новости 24.